Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Женщины беспокойного ума». Салем! С вами его ведущие Айгуль Черендинова и... Меня зовут Айнур Мазибаева. Сегодня мы будем говорить о женщинах и бизнесе. Айгуля, я предлагаю тебе озвучить точку, с которой вдруг ты предложила именно эту тему. Ну, начнем с того, что я сама женщина в бизнесе, да? Уже много-много лет. И, наверное, в сегодняшнем подкасте я чаще всего буду говорить от своего имени, вернее, делиться опытом о том, каково это быть женщиной в бизнесе уже в наше время. Но в то же время хотелось бы услышать очень много исторических отсылок о том, как это было давным-давно. Ну, а почему мы затеяли, собственно, эту тему? Когда мы исследовали тему «Женщина и политика», мы рассуждали о том, как представлены женщины в отечественной политике. И если там цифровые показатели очень-очень низкие, смешные, можно сказать, по сравнению, в принципе, со всем миром, то в бизнесе, как раз-таки в малом и среднем бизнесе, женщины представлены очень активно. И это такой тренд, который идет, мне кажется, ну, не сказать с 90-х, а может и раньше, но в 90-е очень сильно эта тема развилась. Он так оформился, да, как бы? Женщины научились трудиться, самостоятельно зарабатывать, принимать решения, и местами даже чересчур впахивать, я бы сказала, они стали. Хорошо это или плохо, мы не будем, наверное, как-то оценивать, да, но поговорим о том, как это было давно и как этот вообще тренд сформировался. Да, я бы еще хотела предложить несколько фокусов о том, как сейчас самореализуются женщины, как это было воспринято и воспринимается обществом, с каким прессингом сталкиваются бизнес-вумен и предпринимательницы, ощущаем ли мы его и каковы вообще наши наблюдения по поводу этой картины. Лично я начинала свой путь, в принципе, в бизнесе, как это можно назвать, когда так и есть, да. Начала работать в малом среднем бизнесе, это еще лет 15-20 тому назад. И будучи достаточно молодой в те года, очень часто я сталкивалась с предубеждением, когда считалось, что ты не можешь быть успешной, если ты не прошла, через постель кого-либо, чего-либо, да? И женщина на любой деловой встрече, всегда ты, прежде чем куда-либо пойти на встречу, где предполагались большие боссы или особенно наши чиновники, честно будем говорить, надо было очень тщательно обдумать свой образ. Во-первых, да, чтобы не привлекать излишнее внимание, чтобы не было концентрации на том, как ты выглядишь, чтобы, не дай бог, никого ни на что не провоцировать. И ведешь, соответственно, себя сдержанно. И не всегда это было, как сказать, спокойно, хорошо, ровно или там комфортно, честно тебе скажу. Но это, наверное, не только бизнеса касалось, а очень многих сфер, где девушки сталкивались вот с таким, как сказать, отношением к себе. То есть делать бизнес 20 лет назад, будучи достаточно юной, можно называть, да, 24-25 юным возрастом? Ну да, теперь по современной классификации это очень юный человек. Это было очень сложно. То ли дело сейчас ситуация поменялась, когда ты можешь, например, вести свой инста-магазин, да, и не зависеть ни от какого чиновника, ни от кого, решает всю твою предприимчивость. То есть правильно понимаю, что ты столкнулась с неким повышенным вниманием окружающих из-за того, что ты молода, и из-за того, что ты женщина. И ты работаешь не на кого-то, а на себя. Да, ты работаешь на себя, а если ты еще и успешно работаешь на себя, то никто не скажет, ну ладно, не будем преувеличивать, наверное, но большинство людей с традиционными взглядами, они будут подспудно тебя подозревать, что ты не сама, не своим трудом добилась, а какими-то такими путями. У меня прям яркий образ такой, одной из первых отечественных продюсерок, Баян в прошлом Есентаева, да? То есть, да. Вот женщина, которая прям проломила всю систему кинопроизводства и сказала, что, во-первых, она женщина, во-вторых, она сама отвечает за свой продукт, и, в-третьих, этот продукт вообще как успешен. Да, мне повезло, если уж мы о личном, мне повезло в том, что меня поддерживали люди абсолютно
чистых, хороших, как сказать, благородных помыслов, и у меня всегда была какая-то такая надежная крыша, так сказать, когда я всегда могла спрятаться за спину чью-то, но при этом очень много работала я, чтобы доказать даже ближайшему окружению, что я там не как-то так, а чисто трудом заработала. Ну, я так понимаю, что как на тебя работало время. Ну да, чем старше становишься, тем больше плюсов. Вопросы. Кстати, я подумала, что сначала вопросы отпадают, а мне кажется, что еще, извини, я еще раз тебя помучаю, как человек, как это, объект исследования, да? Ну, да. Я сначала хотела тебе сказать, что у тебя как будто бы к тебе вопросы со временем отпали, а мне кажется, сейчас я вдруг подумала, что появились новые вопросы, там, как ты совмещаешь с семейной жизнью, да, насколько ты тут успешна, и не вредит ли там то, что ты предпринимательница, вот, твоей реализации как, ну, там, матери, жены, вот там, еще один партнерши. пункт сейчас, когда кто-то там, вспоминает, сколько мне лет, как это сказать, вспоминает, узнает, сколько мне лет, они спрашивают, а что ты, собственно, делала до там? Да, я поздно достаточно вышла замуж, что ты делала до? А я работала, я зарабатывала, я трудилась, да, и именно в тот период у тебя, получается, не остается времени на какие-то личные отношения, чтобы выстраивать или целенаправленно заниматься там устройством своей личной жизни. Мы с тобой накануне обсуждали вот такой триггерный какой-то пост очень такого активного инфлюенсера, да, который как будто бы эту позицию закрывает прям определенным райдером. Расскажи. Надо четко сказать, что это общественный деятель, по крайней мере, человек, который обладает таким статусом, выложил пункт, который называется «20 признаков». Пост. Да, выложил пост. Выложил пост, который так и называется «20 признаков или характеристик здоровой девушки, с которой стоит налаживать отношения». Очень бизнес-подход, почему нет? Очень маркетинговый, да, такой. Да. Если принимать женщину, девушку как объект. Да. И там по этим пунктам, если смотреть, как раз-таки амбиции в построении карьеры, это вот один из минусов твоих. То есть, если я в свои 20, грубо говоря, 30 была сосредоточена на карьере, понятно, почему я не была в отношениях. На самом деле это стереотип, и я вам так скажу, наверное, статистики, конечно, в этом смысле точно нет. Более половины наших женщин работают, продолжают зарабатывать и строить какие-то рабочие отношения, деловые отношения, свой профессиональный рост, саморазвитие, продолжают заниматься этим, не отрываясь ни от семьи, ни от бытовых обязанностей, ни от супружеских обязанностей. Более того, часть из них, не отрывая ребенка от груди, продолжают это делать. И в этом смысле наши женщины, они уникальны. Из этого списка я отчиталась, да, там где-то 15-20, да, было пунктов? 20 пунктов. 20 пунктов. Я поймала себя на мысли, что я подхожу по 10 пунктам. И если бы там не было 21 пункта о возрастном цензе, то я бы точно сразу бы на старте бы вылетела. Вот про это я подумала. Тебя, как человека с образованием психолога, если я правильно выразилась. Да, правильно. Должен был триггернуть пункт, где написано, что у нее нет потребности в эмоциональном, что там было, эмоциональной поддержке. Представляешь? То есть ты фактически, он отбирает девушек-роботов. То есть она не может прийти к своему любимому или там человеку, или партнеру с потребностью на эмоциональную поддержку. А здесь я тебе как психолог с образованием скажу, что всегда при встрече двое людей могут обнаружить, что они называют одним словом разные вещи. И здесь нужно сначала выяснять друг у друга, что подразумевается. И удивительным образом иногда человек может декларировать одно, а подразумевать совершенно другое. Я понимаю, что вот этот вот список 20 из 20 пунктов выглядит, как мы уже сказали, как маркетинговый какой-то запрос, райдер, там еще что-то. И женщина, если он бы мог говорить, например, 20 пунктов подходящего пылесоса. Понимаешь, да? То есть мы реагируем просто на то, что женщина объективизируется, что это как некий продукт, который должен соответствовать как потребительским запросам. Если это убрать, и если этот общественный деятель, я так сделаю кавычки, да, найдет себе эту идеальную девушку, ему будет, я вот прям 100% уверена, что ему будет ужасно с ней скучно. Ужасно скучно, потому что пропадает жизнь. Недавно я слушала подкаст
видела на YouTube, вернее, Ханам называется, да, делала наша коллега, журналист, и у нее в гостях была девушка Жанна. Она рассказывала тоже о своем предпринимательском пути, и я тогда поняла, глядя на нее, что она с каким-то сожалением, я бы сказала, ну, по крайней мере, ее это очень волновало, ее путь в бизнесе и, в принципе, вот эти все ее прорывы, они как будто бы случилось не благодаря, а вопреки. Потому что сначала у нее был тяжелый там разрыв с семьей, потому что там мама, допустим, не признавала ее какие-то достижения. Потом она никак не могла с личной жизнью устроиться, мужчина там не хотел на ней жениться, и она вынуждена была там как бы заниматься всем, чем не попадя, чтобы заработать на своих детей, на свое выживание. Она там лепила пельмени по подъезду, своим соседям продавала, потом начала возить посуду, еще что-то, дошла до успешной предпринимательницы, которая там очень многими делами ворочает, так сказать. Но мне кажется, вот эта вот история, что не благодаря, а вопреки, она вот как бы типична для Казахстана, когда, а может быть для Центральной Азии в принципе, потому что у нас нет вот какого-то такого канона, либо русла, либо созданного, да, для того, чтобы вот все шли и наоборот, все их поддержат. Ой, ты придумала, как там шить какие-то уникальные сумочки? Вот тебе, пожалуйста, да, там. Ой, ты делаешь там классные вещи на заказ? Вот тебе, пожалуйста. Хотя в государстве очень много декларируется о поддержке женского бизнеса. И есть специальная ипотека для женщин, есть какие-то программы развития, но чем чаще я слышу истории женщин-предпринимательниц, тем чаще я убеждаюсь в этой мысли, что все-таки они где-то там... Это скорее не норма, да? Это не норма, да, понятно. Они скорее выбивались прямо вот из нормы. Мы когда-то упоминали кочевниц, которых характеризуют родоправительницами. Там даже у казахов остается термин «марзакатын». Вот. И там, помнишь, мы говорили про женщину по имени Кундей. Это зафиксированный факт путешественниками. Там все. Она жила в Северном Приоралье, и исследователи писали, что она управляла 2000 казахов. Была по-своему образованной, держала великолепный табун белых лошадей, ну и мужем у нее был дряхлый старик. Ее уж, наверное, можно назвать предпринимательницей? Можно, как и Михр Султан, о которой ты часто говоришь. Хотя у Михр Султан, вот опять же, да, у нее были все условия. Стартовые условия у них были разными. Она чингизидка, она дочь Бурундук-хана, это принцесса казахского ханства. Ну да, смотри, ты хочешь сказать, что у них были разные условия? Вот да, разные условия. И у Я Михр сейчас Султан? Про предпринимательство и бизнес вот в каком ключе рассуждаю, что это где-то граничит, в принципе, с изобретательностью, с каким-то мышлением, да, когда ты хочешь созидать что-то и транслировать результаты своего труда и получать соответствующую плату за это. Вспомним Эмму Радиковну Усманову, которая нам говорила, что по большому счету крашение технологий, да, там, я не знаю, ткачество, глиняные изделия, керамические какие-то. Большей частью это работа женщин была. Извини, я поправлю. Про керамику она говорила, но там мы про гендер не уточняли. Ну хорошо. Да, ткачество, прядение, крашение, да. Это все женский труд. Да, потому что женщины так жили. Они и по большому счету им созидали и вот что-то создавали. И мне любопытно, вот в те года на заре веков им платили за этот труд или нет? Нет, я знаешь, как же подумала, вот ты говорила про то, что это творчество, созидание, да, но тогда, возможно, вот это сопротивление окружающих, потому что это ненормально, что ты не то делаешь, у тебя вот есть свои предписанные обязанности, там, рожай, воспитывай, сиди тихо, там, поддерживай мужа, да, что вот это прилагается как будто, когда ты что-то идешь, ломаешь рамки привычного, ну, измени это как-то. К этому вот в этом пакете и сопротивление всеобщее. А из древней какой-то там, я не знаю, греческой или античной истории мы тоже же не знаем случаев предпринимательства у женщин? Или мы просто не занимались этим целенаправленно? Наверное, я думаю, что она есть, да. Я думаю, что такая некая, не статистика, некая картина есть у историков, представление, как это устроено. Потому что если откроете интернет, там, пожалуйста, попробуйте найти там великие женщины, там, изобретательницы или ученые, или там первые там какие-нибудь, не знаю, в чем-то, да. Я недавно думаю, что они есть. Дочери купила книгу, которая называется «20 великих
20 девочек, которые изменили мир. И там несколько имен, которые я вот вообще не знаю. Вообще не знаю. Но они все равно, ну, как бы, первая женщина-патолога, палеонтолог, первая женщина. Дочь там, актера. А, ты про казахских имеешь в виду? Нет, это мировых. И они, но там нету никого из категории бизнеса. Наверное, это вышло из среды. Сейчас смешной пример. Те же Бриджертоны, вспомни. Да, сериал. Конечно, там как бы фантазия, фантазийная вещь. Но кто зарабатывает на жизнь там? Там зарабатывает портниха, модистка. Модистка, и да. Писательница. Писательница. И все. Ну, это те, про кого нам рассказали. Ну да. А все остальное это как бы абсолютно мужской мир. Смотри. Хотя там работающих мужчин тоже не наблюдаешь, да? Смотри, однажды в подкасте мы говорили про политику, и где-то посередине разговора мы вдруг осознали, что нам нужно уточнить, именно договориться, да, что мы подразумеваем под политикой. Давай договоримся сейчас, что мы подразумеваем под сферой бизнеса, потому что как будто бы сейчас мы немножечко, плаваем. Не то, что плаваем, мы говорим факты, о которых мы читали, слышали от экспертов. Напомню, кстати, Эмма Радиковна Усманова, про которую ты сейчас говоришь, это классный археолог. Женщина-археолог, достаточно редкая, да, как иногда кажется. Хотя там их очень много. Ну, вот они сейчас такие, уже да. Да, ну просто как бы. И вот мы давай попробуем какой-то единый подход, что ли, выработать. Сказала, что это когда ты что-то созидаешь и получаешь оплату за свои услуги. Либо признание. Модистка в Бриджертонах явно предпринимательница, потому что она за деньги оказывает услуги, и у них там денежный вопрос остро стоит. То есть должен быть, тоже быть какие-то инструменты, оценивающие эффективность этой деятельности. От европейской истории плавно вернемся в наши казахские степи. Про Чингизидку мы с тобой говорим, про казахскую принцессу Михрсултан. Казалось бы, здесь у нее должно быть очень легко и просто. Вот ее выдали замуж в шайбанидскую сферу, да? С какими трудностями она там столкнулась, что ей пришлось преодолевать? Это то, что она перешла из кочевого пространства в оседлое, это она жила в Самарканде, она перешла из родительской семьи в семью мужа, она своим, как говорят все этнографы, она своим характером, позицией, гибкостью, предприимчивостью и каким-то, не знаю, мудрым подходом смогла там стать очень успешной. И сформировала свой авторитет. Очень хочется, но поскольку мало людей знает про Михрсултан, просто прочитать исторические факты о ней, которые приводит историк Нурлан Атыгаев. Михрсултан являлась владелицей нескольких селений, более 150 земельных участков, садов, лугов, летних пастбищ, нескольких десятков торгово-ремесленных заведений, базаров, мастерских по выделке пищи и бумаги, мельниц, жилых домов и другого недвижимого имущества в Самарканде и в провинциях. И она выделяла средства на строительство и функционирование медресе, на жалование учителей и стипендий студентов, а также на поддержание растительных каналов. И, по-моему, в общем, экранизация истории этой казахской принцессы, а ее еще другой историк Роман Почекаев называет бизнес-вумен, бизнес-леди средневековья, прям так и просится. И это, кстати, подводит к тому вопросу, который я хотела тебя задать. Который тебя хотела мне задать. Тебе задать, и нашей аудитории, возможно, какой у вас лично образ женщины-предпринимательницы? Ну, во-первых, какое-то независимое мышление. Угу. Это раз. Твердый характер и умение там противостоять определенным сложностям. Наверняка. Хорошее образование. Да. В частности, понимание вообще, как движутся средства и как вообще процессы все происходят. Видишь, у нас, если на нашу ситуацию смотреть, большинство женщин в 90-х пришли, так скажем, в предпринимательство. И для многих советских женщин это была прям новая стезя. Они пришли вынужденно. Потому что нужно было как-то содержать семью, в то время как часть мужчин, так скажем, ушло в забытье. Запой, в депрессии в связи и в криминал, с тем, условно, потеряли или погибли опору просто, под ногами.
А женщинам нужно было содержать семью, и они больше заботились о своих детях, в общем-то. И не все из них пришли потому, что их озарила там гениальная идея, стартап, как это говорится, да, сейчас, что надо что-то вот прям взять, купить, продать там, и так далее. Это сейчас уже для нас это норма, когда там, заметь, в Инстаграме каждая вторая реклама, по крайней мере, у меня все время вылазит там, типа, я сидела в декрете и поняла, что не могу не зарабатывать. И там вот это все предпринимательство с Китаем, там создание чего-то мелкого и монетизация этих навыков, либо инфобизнес чаще всего идут. Это как бы уже норма. И даже там дама в декрете может условно зарабатывать, а может и не очень получается. Да, либо просто девчонки, мере, этот образ транслируется. Вот, либо девчонки просто смотрят, которых они еще не обременены ничем, думают, пока я вот не выскочила замуж и мне не насталось на себя времени, на свои хотелки, я могу попробовать. Вот здесь можно говорить, мне кажется, о каких-то двух категориях. Либо люди, которые целенаправленно идут в бизнес, заканчивают там MBA, получают финансовое образование, занимаются там бизнес-коучингом, и вот прям они развивают какие-то свои навыки, чтобы стать успешными именно в бизнесе. А есть какое-то наивное предпринимательство, которое просто... Стихийное такое. Да, стихийное, может понятно. быть, которое идет и просто есть желание поддержать там себя как-то финансово, либо как-то реализовать свои какие-то желания, намерения и прочее. И общие характеристики здесь никак ты не вырулишь их, не скажешь. Но образ ты уже нарисовала, по крайней мере, один. Это вот мамочка, у которой много времени и, не знаю, есть потребность что-то сделать с этим временем, как-то себя реализовать. Да, и опять, если в исторический контекст окунаться, я начинала тебе рассказывать про книгу, которую я прочла, вернее, и там из разряда альтернативной истории, когда герой отправляется в 1914 год, когда начиналось движение суфражистов. Меня, например, так как я не увлекалась подобной темой, несмотря на то, что мы кажемся феминистками, да, все равно мне было любопытно, что они боролись не сколько за право самостоятельно зарабатывать. Часто в суфражистки уходили девушки, которые были из приличных семей, обеспеченных, и они там от скуки, как одна из героинь в книге сказала, я прожигаю свою жизнь и не знаю, как бы чем заняться, называется, да. И при этом ее очень восхищают идеалы вообще как бы вот этого женского движения. Но они боролись не за право даже зарабатывать. И там трудиться наравне с мужчинами, вряд ли. Они, в принципе, боролись даже за право самостоятельно самим за себя платить и самим за себя решать что-либо. Вот эти вот ограничения, когда там девушке было опасно или там предосудительно путешествовать одной, там, заселяться в гостиницу, там, без сопровождения, там, или быть в присутствии кого-либо надо было. Оно, конечно... Как в таких условиях можно было еще думать о реализации каких-то своих бизнес-идей? То есть сфера бизнеса, как сейчас вдруг я поняла, становится прямо обширно, она прямо многие вообще, пространства завоевывает. Понятие бизнеса, оно, наверное, пришло к нам уже из Запада, скорее всего, и это такой образ, по крайней мере, очень стереотипно связан с пониманием Америки и американской мечты. Когда слово-то английское. Да. Начнем с этого. Да. И поэтому, наверное, и для европейских девушек это не очень-то было знакомо. Я уж молчу про нас, про кочевниц. Кстати, наша история, да? Извини, что перебила. Наша история, мы, по крайней мере, не сильно далеко заглядывая, вот после истории той же Михр Султан мы уже это средние века, да. К эпохе тоже революционной, да? Новая история, по-моему, называется. Или новейшая история. В советскую эпоху бизнес, в принципе, как явление, был не очень-то приветствован. Кооперативы, НЭП и все этим, какая-то артель. И этим все ограничивалось. И то, там больше приветствовался наемный труд. Да, и соглашусь. Вот тут мы подходим к вот этой теме о женщинах, которых массово впрягли, так сказать, в коммунистическую работу. И там уже им точно не до бизнеса было, не до реализации собственных идей. Это не то, что не поощрялось, это порицалось очень жестко. Поэтому все эти дамочки, которые пытались там создать свое ателье и
продавать меховые горжетки, они уже как бы считались мещанками. Как-то шифровались. Шифровались и прочее. Да, швеи, это была, по-моему, самая легальная, самая так распространенная легальный бизнес для советской женщины. И вся эта эпоха продлилась практически до конца, считаю, до предпринимательства как стезя, в принципе, оформилась. Конец 80-х, когда был официально кооперативный, эти были закон о кооперативах. И потом мы стихийно прорвало, и мы попали вот в эти жесткие условия 90-х и так далее. То есть у нас, в принципе, не так много было времени, у казашек, будем говорить, для того, чтобы сформировать вот этот какой-то образ, о котором ты говоришь, предпринимательницы, на который мы могли бы ориентироваться и уже строить там что-либо. Пока мы далеко не ушли от 1920-х годов, это вот просто всего век назад, можешь привести конкретный исторический факт, как вообще в Казахстане это обстояло дело, эта картина, как выглядела? Мы целый выпуск на эту тему проговорили, назывался он «Освобожденные женщины Востока», я помню, очень сильное впечатление произвело тогда на меня конкретно, и мы там приводили такие сведения, цитата: «Специальное обследование, проведенное в 1928 году комиссией по улучшению труда и быта женщин при ЦИК КССР показало, что женщины-казашки работали в среднем в год 154 дня, тогда как мужчины 97. При этом 33 дня из них мужчины тратили на поездки по базарам, ярмаркам, правительственным учреждениям, собраниям и так далее. Женщины на те же занятия тратили в год всего 1 день». Потрясающе. Показательно, да? Я каждый раз это женщины там занимались трудом, условно говоря. То есть это к тому, что мы не голословные вещи говорим, у нас есть фактаж на эту тему. Теперь по поводу образа предпринимательницы. Да, бизнес-вумен, бизнес-леди, конечно, это такое иностранное слово, да, но был все-таки образ, он есть, сохраняется, и он мне очень нравится, потому что я люблю кино, кинематограф, я просто выросла на советском кинематографе, и вот там есть этот образ. Еще до революции Максим Горький написал драму о владелице пароходной компании, которую звали Васа Железнова. Инна Чурикова покойная воплотила этот образ на экране. И вот недавно мне встретилась книга историка Галины Ульяновой. Вот прямо жалко, что у нас нет такой книги. Я надеюсь, что появится что-то похожее. Может, она будет как-то называться, не знаю, вот как это, кочевница Кундей, или меценатка Михр Султан и все. Так вот, эта книга называется «Купчихи, дворянки, магнатки». И, значит, она многолетние исследования провела, и это исследование показало, что в вопросах финансов и заключения сделок хорошо разбирались как купеческие дочери, так и представительницы всех экономически активных сословий. Социальный статус предпринимательниц варьировался от мещанок и солдаток, управляющих небольшими ремесленными предприятиями и розничными магазинами, до магнаток и именитых купчих. Были владелицы столепрокатных заводов, были хозяйки крупнейших в России текстильных фабрик. И, в общем, женщины эти имели свое отношение к богатству, у них были свои стратегии развития бизнеса. Они совмещали как твердость в бизнесе с мягкостью и заботой в семье. И, в общем, есть десятки фантастических историй женского успеха, которые переворачивают наши представления о месте женщин в дореволюционном обществе. В общем, я думаю, что и в казахской степи, и в Центральной Азии, это все равно российская история, мне кажется. Так это про то, что пора нам свои ролевые модели вот прямо из исторического забвения вытаскивать. Вот, пожалуйста, Нурлан Атюгаев про Михр Султан нам рассказал. И не он один. Пример. Нет, я думаю, что просто... Нет, иногда в каких-то постах кто-то новые имена называет. Мы там и на Women of KZ мы подписаны, и на Step. Пожалуйста, мы вот просто рады тому, когда просто новые имена выносятся на поверхность. Вспомнила о том, что в литературе очень часто образ купчихи, он такой с негативной коннотацией. Но это, наверное, опять-таки влияние чисто советской идеологии. Да нет, Гоголь, пожалуйста, коробочка. Любопытная дама, пожалуйста. Это просто писатели, я имею в виду, что писатели мужчины. Да, они все равно окрашивали это в какой-то негативный цвет. Мещанка, вот эта вот купчиха.
И если в какой-нибудь сказке было 3 героини, там царевна, купчиха и какая-нибудь крестьянка, то побеждала всегда крестьянка. Или солдатская жена, да. Да, это такое воспевание, как бы, как сказать, образа бедной, но счастливой. Или порядочной, да? Да, порядочной. А купчиха, она обязательно корыстная, завистливая, хочет до денег там и прочее, да, мне. Я подумала еще, знаешь, вот ты... Какая-то массовая психология все равно есть. Ну, это такой стереотип, поэтому, да. Наверное, почему в 90-е, например, вот образ вот этих челночниц, да, он тоже же все равно негативной коннотацией какой-то обладал, несмотря ни на что, мы-то понимаем, но это нашим мамам пришлось преодолеть достаточно барьер. Ну, негативная коннотация, это типа, что, во-первых, образованная, там, чистоплотная женщина не будет вот в этом бардаке, плюс неженственная, это вроде как, забываешь о себе. Ну да, и представляешь, какой прессинг у них был просто преодолеть все свои вот эти, да, жесточайший. Преодолеть все свои вот эти барьеры, образы, связанные со спекулянством, коммерцией, и заниматься этим. Это что-то низкопробное было. Кстати, от тебя шел вот этот запрос, что было бы прикольно посмотреть на образ женщины, кочевницы, которая участвовала в деятельности жизнеобеспечения караван-сараев. Прикольно. Мне кажется, там масса было женщин, про которых вообще никто нигде никакие путешественники арабские, они там, степь была пронизана караванными путями. Никто не упоминал. Мне было прикольно бы... Восточным женщинам в то время разрешали стоять у прилавка? Ну, не знаю, но они же... Вот этого я не знаю. Это запрос к аудитории и вообще к пространству, как это все было устроено. Мне кажется, это даже сейчас... Вот ты же сама была много раз в Турции, но я вспоминаю Гранд-базар Стамбула. Одни мужчины шерстят. Где торгуют. Чай наливают мужчины, там, да, еще что-то такое. А куда женщина? Не знаю. Об этом мы поговорим в другом подкасте, который называется «Чисто мужская профессия». Это будет анонс нашей следующей темы. Да. Ну, в общем, не знаю, насколько сложился сегодняшний разговор про бизнес-вумен наших казахстанских, но мы определенно понимаем, что исторических предпосылок для того, чтобы вот сформировался какой-то такой достаточно гармоничный и приемлемый для нас, воспитывающий нас образ бизнес-вумен в степи, он как бы очень редкий. Либо такой нюанс, что мы недостаточно исследовали эту тему. Мы, когда я говорю мы, не ты конкретно, и я, а вообще казахстанское общество, да, как таковое, потому что все те сведения про Михр Султан, про Кундей, мы все равно, это крупицы, которые мы вытаскиваем среди строк и среди кучи сведений. Вот, есть такой запрос, и если кто-то займется, будет круто. Но вот эти 40 с лишним процентов женщин-предпринимательниц, они прям обнадеживают. Мне кажется, что если эта ниша освоена, и эта сфера освоена казахстанками, жительницами Центральной Азии, то родится, как будет, есть спрос, будет и предложение. Вот я про ролевые модели, про благоприятное отношение общества к этому занятию и к женщинам, которые воплощают дух предпринимательства. Я все-таки хотела бы предложить отойти от, ну, не то что отойти, а наравне с английскими или русскими словами, поискать свои. Мне кажется, что в казахском языке есть масса таких понятий. Да? Каспи Раэль – это вполне себе понятное для нас слово. И я, например, 100% могу выразить восхищение нашими сейчас молодыми девушками, которые совершенно не боятся никаких трудностей, идут, пробуют, делают. Те же, посмотри, например, основательницы ряда медиа в Казахстане – это девушки, женщины. Про Тенге возьми, Village там, или Маса, или Батыр-Жамал. Или Орда, пожалуйста. Или Орда, да, везде женщины. И это не самая простая работа, которую они продолжают вести и делают это достаточно успешно. Вот прям респект. На этой классной ноте мы завершаем подкаст «Женщины беспокойного ума». И с вами были его ведущие. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова. До новых встреч. Услышимся.